Утром 25 апреля Александр Габышев позвонил к Илане в Якутск. Из того, что ему сейчас необходимо, он назвал только две позиции: зубную пасту и туалетную бумагу. Врачи, которые присутствовали во время звонка, сообщили, что кнопочным телефоном он пока пользоваться не может, но ему разрешается иметь аудиоплеер и флешку с любимыми мелодиями и песнями. Этот вопрос мы решаем оперативно. Народная тропа проложена в больницу в село Заречное под Уссурийском, недалеко от Тихого океана, на самом дальнем краю России. Народная тропа туда проложена. Плеер уже ищут, уже смотрят. Ну и по мелочи, естественно, тоже. Что-то адвокат Алексей Пряничников, что-то привезут сторонники шамана, в частности, да, и Тамара Федоровна. Необходимые средства для этого имеются, поэтому хочется поблагодарить сразу тех, кто в последние месяцы помог Александру Габышеву материально. Ирина Геннадьевна, Юнир Хайдарович, Елена Алексеевна, Александр Николаевич, Маргарита Владимировна, Любовь Кимовна. Спасибо вам огромное. Ваша помощь по народной тропе направляется к Саше, к Александру Габышеву. Он сообщил сегодня по телефону, что суд будет примерно в августе. И надеемся, конечно, что это уже будет решение суда о том, чтобы вернулся Саша на родину, в Якутск. Ну, а там уж и до свободы недалеко. Глобальные проблемы, может быть, мы вместе с вами не можем решить. Большие российские проблемы сегодняшнего дня тоже не можем решить. Но своими небольшими добрыми делами мы решаем сверхглобальную проблему. Мы обеспечиваем победу добра над злом. Каждое доброе дело – это вклад в мир между людьми, народами и государствами. Спасибо вам огромное.